Рабочий процесс на стадионе кипит с утра до вечера. Быстро, слаженно, а главное качественно. Под таким девизом реконструкция стадиона уже движется к финалу. Одновременно на разных участках трудится порядка 50 рабочих. Уже все административные здания, все сооружения, которые на объекте, они уже завершены. Мы к 8 числу хотим полностью отсюда выйти и завершить все работы. Очистные сооружения, есть пожарные водоемкости, поменяли всю электросеть, поменяли все, скажем, водопроводы. В целом все сооружения были полностью реконструированы. Стадион, не подвергавшийся капремонту несколько десятков лет, теперь не узнать. Спортивная, волейбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт, беговые дорожки не оставят равнодушными любителей спорта. Пристальное внимание уделили освещению. На поле установлены несколько прожекторов. Здесь также будут проходить и культурно-массовые мероприятия. В следующую субботу здесь на стадионе состоится концерт, приуроченный 250-летию единения Ингушетии с Россией. На сцене, кроме наших артистов, будут выступать и звезды российской эстрады. Ну а тем, кто не сможет прийти на праздник, волноваться не стоит. Во всех городах и районах республики будут установлены экраны, где будет вестись прямая трансляция. Собирать сцену шириной 24 метра, где пройдет праздничное трехчасовое представление, начали совсем недавно. Закончить намерены через пару дней. 8 числа здесь планируют уже проводить репетиции. Планируется сценическая конструкция, 2 трибуны на 400 мест каждая, плюс достаточно большой шатровый городок за сценой для артистов, так как на бэкстейдже у нас будет порядка 400 человек. Также будет шатер для прессы, шатер для VIP-персон и немножко спецэффектов на время проведения. Стадион может вместить более 2000 зрителей. Увеличить число посадочных мест помогут и сборно-разборные трибуны рядом со сценой. Завершается ремонт ложи и комментаторской. Остались лишь небольшие внутренние работы. А от палящего солнца или проливного дождя зрители защитят навесы. Возводит их бригада из 12 человек. На данный момент наша строительная бригада, то есть бригада монтажников, занимается возведением монтажных конструкций. То есть это ферма-колонна и плюс кровельные работы будем сейчас начинать. В течение 2-3 дней у нас полностью завершаются монтажно-кровельные работы. Позаботились здесь и о маломобильных гражданах. Места в первых рядах для них. Более того, отстроили отдельный вход. Всего их 3. Во время концерта здесь же появится и 3 контрольно-пропускных пункта, а для соблюдения санитарных норм на входе гостям будут измерять температуру и раздавать маски. К помощи подключат и волонтеров. После завершения всех строительных работ, то есть вывоза мусора полностью, всего остатка строительного будет полностью обработана, санитарная обработка будет производиться, то есть стульев, помещений, также и площадки, и места, где будет скопление большое количество людей. Рабочие почти закончили укладку плитки и декорирование колонн. Полностью завершенный ремонт административного здания, а неподалеку открыты 3 торговых павильона для зрителей. Но стоит предупредить, накануне, в день самого торжества, в городе ограничат движение транспорта. Хотелось бы обратиться к жителям города Сунжа, чтобы они с пониманием относились к некоторым неудобствам, потому что улица от Калинина до сельхозрынка Баяджиева у нас будет закрыта для транспортного передвижения. Это Луначарского, Дзержинского, там тоже будет перекрыто движение. То есть гости, приезжающие в город, будут высаживаться на территории сельхозрынка, там мы обустроили парковку для транспорта, пересаживаются на автобус, который их будет доставлять на место проведения мероприятий. В день празднования организаторы обещают зрелищное шоу в исполнении авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В свою очередь, сотрудники администрации просят не беспокоиться жителей города, когда самолеты будут пролетать низко. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.